Вот одна женщина подошла и говорит, вот у меня есть жалоба. Вот здесь вот штаб общественного наблюдения. Какие у вас есть наблюдения о штабе общественного наблюдения? О штабе. Ну, это то, что вот вчера мы открыли Центр общественного наблюдения, это здорово. Сюда приходят любые желающие, интересующиеся жители города Якутска. Значит, вот за этими рабочими местами они могут зайти и, значит, наблюдать за теми избирательными комиссиями, где проходит голосование непосредственно. Вот такая возможность дана, и люди с удовольствием голосуют. Я лично тоже вот зашел в обеденный перерыв, и мне интересно, как тут и качество, скорость, доступность, тестирую на себе. Все удобно, все работает, все гласно, все как бы и должно быть легитимно. Выборы идут значит, в своем темпе, везде праздничная обстановка, люди охотно идут и голосуют. Альбина Прокопьевна, расскажите, пожалуйста, как вообще устроена работа центра? Работа центра устроена очень удобно, хорошо. Мы работаем 2021 года, когда были впервые выборы в Госдуму по всей стране. Это было вообще событие историческое. По всей стране тогда открыли такие центры. На самом деле наш центр один из лучших в России. Это отметил президент Путин и даже выдал нашим сотрудникам грамоты. Это очень приятно было. Организована работа прямо с начала голосования до последнего бюллетеня, когда его будут подсчитывать. Это 3 дня и 3 ночи. Здесь у нас есть мобильная группа, которая выезжает прямо в ближайшие улусы или в наши города, которая проверяет по требованию или в плановом порядке, как на самом деле идет процесс голосования. Это первое. У нас есть группа аналитическая, экспертная, которая выясняет ситуацию, почему случилось что-то, как это итоги каковы, допустим, да. Есть группа юридическая. Выборный процесс очень сложный, и там вот нужно понимать какие-то нюансы, какие-то отдельные, может быть, моменты, и нужно разъяснять эту позицию. Ну и орготдел, который занимается чисто организационными вопросами. Каждый сотрудник общественной палаты, каждый имеет возможность здесь поприсутствовать, поработать. У нас есть дежурство даже по этому поводу. И днем, и ночью можно было здесь находиться. И вот вы видите, сзади меня стена, видеостена, она показывает, как идет ход голосования в каждом УИКе. В каждом УИКе, конечно, там 15 секунд, мы называем это листопад, очень быстро показывается, но бывает необходимость реально посмотреть, что было вот в 8 утра на том или ином участке. У нас там есть 10 ноутбуков. Можно туда зайти и спокойно открыть, посмотреть, скажем, тут иной район, 8 утра, и подробно посмотреть весь процесс, что там происходило, если это было. Но Якутия регион спокойный. У нас обычно не бывает нюансов, инцидентов. Люди голосуют спокойно, хорошо. Даже флешмоб у нас появился. Идут в национальных костюмах. Очень так это красиво. Сегодня вот мы видели с утра, с 6 утра мы здесь работаем, потому что наши восточные районы, у нас разница во времени, вышли в национальных костюмах некоторые участковые комиссии. Это прямо вот гордость за людей берет. Сразу видишь, что да, это Якутия. Так приятно. Конечно, у нас много ветеранов приходит, одевают медали. Это прямо так вот, это очень почетно. Мы прямо, конечно, говорим нашим наблюдателям, фотографируйте, это памятное событие. И многие сами себя фотографируют, все хотят оставить свой след, что они пришли и проголосовали. Важный день России.